энциклопедия, ну вот он такой объемная книга, да, мы его спальцевали, уже полностью объем, полностью спальцовку закончили, подобрали, уже готовый блок. Вот такой красивый объемная книга. Теперь следующий этап, тут идет шитво блоков нитками. Вот на этой машине она шьется. Вот блоки книги подаются, на автомате шьется. Пойдемте, вам покажу. Машинист смотрит правильность подачи листов. Вот она на транспортере. С помощью ниток вот она шьется. И с другой стороны машины, они уже вот каждый блок вот сшитый отдельно выходит. Можете подойти и снять. Да. Вот она уже сшитая нитками, 6 аппаратах. Она... Почему складываем? Потому что надо после каждого процесса книга обжимается под пресс. Мы складываем так, чтобы корешок обжимался, чтобы в дальнейшем, чтобы это для выполнения дальнейших процессов она должна обжаться. И каждый ряд вот так вот аккуратно складываем. Вот уже обжатые книги пришли здесь. Вот они. Это же вот 740. Да. Нормальный объем у вас какой обычно? До скольки страниц? Ну вот самый большой вот пока, вот из вашего опыта, да? ну то, что, ну были, да, большие, были книги, вот в этом году, например, вот самый большой объем, да, и вот она шитая, обжатая, идем, заклеиваем корешок. Чем подать на машину, она сколачивается тщательно. Видите? Сколачивает и держит машинист, чтобы опустить. Вот. Это клей. Заклейка клея, корешка клеем. Это горячая печка, чтобы вот этот клей высохла. Вот она. Очень горячий. Вот она сохнет, идет. Заклеим. Здесь обжимка. Здесь обжимка. Ага. И вот здесь тоннель тоже обжим. И вот она выходит уже как монолит. А тут немножко это цвет. На. Вот она, посмотрите. Вот горячий еще. Да. Еще горячий. Как горячие пирожки. Да. Вот она уже готовая. Вот она должна тоже отлежаться. Вот мы складываем так, чтобы форма не терялась. Очень аккуратно складывается. Потом она идет на резку с 3 сторон обрезка. Типография имени Гагарина является одним из старейших предприятий республики и Сибири и Дальнего Востока. Нам в следующем году исполняется 165 лет. И все эти годы типография выполняет свою функцию главную – это печать. Печать газет. Мы печатаем федеральные газеты, республиканские, районные. Ну и основное, наверное, все-таки на сегодняшний день – это печать, конечно, книг. Мы в 2021-2022 году провели очень большую модернизацию оборудования и привезли новые современные, значит, печатные машины, которые позволяют нам сегодня в твердом переплете выпускать буквально в одной единице, да, тираж делать, что очень востребовано, особенно для наших районов, для наших наследников. Очень много краеведческих материалов нам заказывают люди из районов, мемуары. Ну и вот, как вы сами знаете, для нас, наверное, главным заказом нынешнего года будет являться как раз книга, которую мы сейчас печатаем. Это наша большая энциклопедия Якутии. Считаем это очень знаковым, очень важным для нас событием. И очень радостно, что такая знаковая книга
выходит именно в стенах нашей типографии. Мы стараемся шагать в ногу со временем. У нас очень много новых технологий появилось. Расширяем также мы и виды нашей продукции. Прежде всего, мы сегодня очень плотно работаем, в том числе и с местными товаропроизводителями, особенно в части этикетки, упаковки. Есть у нас свои уникальные технологии, которых нет в республике, и мы все это готовы предложить нашим заказчикам. Спасибо. Мы занимаемся, вообще у нас участок до печатной подготовки. Мы занимаемся печатной подготовки в плане расклада, правильности спуска полос, проверки файлов электронных на ошибки, на всякие всевозможные для наших и подходящие под наши технические требования. Эта машина, это планшетный режущий плоттер, который позволяет изготавливать этикетки, упаковки, коробки различным тиражом, то есть минимальным тиражом, даже одну штуку мы можем сделать. А сейчас что он делает? Сейчас мы режем наклейки для наших заказчиков, это ООО МИО, этикетки Ям-Ям. То есть мы делаем, с этой самоклеящейся бумага, мы делаем вот такую надсечку, чтобы они могли фигурная, то есть это фигурная резка, она может быть любая, не обязательно кружочки, квадратики, можно там цветочек вырезать. Ну это как так нож режет, а он основание не режет, а да, это режет? это вот специально такая вот. Высокоточная для получается? По типографским меткам, специальным приводкам. Также он может биговать, он может резать более толстый материал, картон, бумагу, может прорезать насквозь, может делать вот такую маленькую надсечку. Вы там можете образцы у нас посмотреть различные. Это выкройка чего? Готовили, напечатали, вырезали. Ага. Уже вырезанные. Это немножко другая технология. Твердый переплет делается. Ага. Потом сверху обклеивается. Это дно изнутри. Снаружи склеивается, склеивается. Ножи с 3 сторон, вон, видите, внутри? Ага. Вот на этом ножах и режется с 3 сторон. Готовая книга выходит. Она уже порезанная, вот такая готовая выйдет. Без обложки, конечно. Вот так порезанная согласно по формату. Если только на маленькой когда-нибудь. Вот этот аппарат готовит картонные обложки. Вот картон, видите, заготовленный картон. И обложка подается. Посмотрите, вот как раз сейчас снимите, вот как она делается. Там сплошной картон подает, есть там ножи, уже на 3 части режет вот картон. Уже приходит сюда. Видите? Наклеивает, да? Да, вот обложка здесь, тут клееный барабан, вот здесь. Она подает уже заклеенную обложку, видите? Вот приклеил, теперь подаст сюда вот. Вот через барабан, там клеевой, ванна клеевая. А для сигнального вручную? Нет, все на машине.
А подает картон с той стороны целиком. Видели, да? Мгм. И вот сюда выходят уже сделанные. Она через валик это катает, это значит обжимка, чтобы углы все правильно. Уже выходит здесь готовый. Аккуратно руками ничего не трогайте. Вот она ваша папка на вашу книгу. Можете потрогать. Новоспеченная. Все, да? Потом вот эти папки идут на тиснение. Пойдемте. У нас, да? Ну, она идет, это первый прогон, вот. Пока первый прогон идет. Ну, она у вас два прогона. Сначала лицевую сторону, потом корешок. Это прогон называется. Первый прогон, второй прогон. Вот она сюда идет. На этой машине, вот с помощью фольги, тоже большой температурой. Очень горячий пресс. Горячий пресс. Вот следующий. Она все заказывается, да, это магниевые клещи. Вот. Это второй прогон на корешок. Вот сюда. Но она полностью целиком сразу будет, да? Что? Здесь вот это, видите, она кривоватое расположение. Нет, нет, это мы все сразу Всё по поставим. отдельности. Нет, сразу поставим ровно. Ровно. Мы не можем его резать, где-то выровнять, потому что у вас вот. Ага. А когда мы делаем, она выравнивается. Вы не думайте, это же мы заказываем в Москве, они нам привозят. Ну, пока вот на таком этапе ваша книга. Ой, отлично. Спасибо. Ну, планируем уже начать, когда уже закончим. Первый прогон закончим, и второй только возьмем и начинаем уже ставку. На основе многолетнего опыта по созданию энциклопедических изданий, таких как «Энциклопедия Якутии» под редакцией Федота Григорьевича Сафронова, «Энциклопедический словарь Якутии», «Трехтомная история Якутии», Академии наук Республики Саха, готовится многотомная энциклопедия Якутии. Энциклопедия Якутии является универсальным справочным изданием национально-регионального типа, охватывающим все стороны знаний о прошлом и настоящем Якутии, о его вкладе в развитие России и мировой цивилизации. Основу содержания энциклопедии составляет словник от А до Я, хронологические рамки энциклопедии составляют период, начиная с палеолита до настоящего времени. Энциклопедия состоит из 22 разделов и включает в себя более 12 тысяч статей, подготовленных академиками и сотрудниками Академии наук Республики, а также учеными и специалистами ведущих научных учреждений, образовательных и производственных организаций Якутии. Электронный портал энциклопедии Якутии создается на базе автоматизированной библиотечной информационной системы АПА Global, в котором представлены энциклопедические статьи со ссылками на медиафайлы, литературу и профиль автора с возможностью прочитать его труды в научной базе Национальной библиотеки. Энциклопедия Якутии предназначена для широкого круга читателей и является квинтэссенцией энциклопедических знаний о регионе, отобранных на основе научного единства и системности. А электронный портал энциклопедии позволит оперативно обновлять актуальные знания о нашей республике.